Фотография до и после. Короткометражная кинолента режиссера Суслана Макиева покорила сердца зрителей не только в Осетии, но и в России. Работа заслужила высокую оценку на фестивале «Юнипресс» в Тольятти. В Артеке на алых парусах лента получила престижную золотую ладью. Сюжет картины довольно прост, но в то же время до глубины души трогателен. Это выдуманная история о невыдуманных событиях Великой Отечественной войны. История разворачивается в сельской школе. Десятиклассники делятся своими мечтами о том, кто кем хочет быть. Здесь будущие врачи, учителя, шахтеры. Царит атмосфера искренности и надежд. Но все меняется в одну минуту. Весть о начале войны омрачает светлые лица ребят. И на вопрос, кем быть, есть только один ответ – защитниками Отечества. Прообразом одного из героев выступил ветеран войны Мурат Леков. Немаловажен и образ учительницы, настоящего наставника для выпускников. Конечно, роль учителя, во всяком случае для меня, как написавшего сценарий, значит, может, она так прям красной нитью это все не прошито, но у нас учительница, она не местная, она явно по моде, по другой, по более как бы одета, и она для них, она, мне кажется, держит их очень высокую планку, потому что они все, кто там Стаханова рекорд хочет побить, кто еще, то есть они все хотят быть, идти, учиться, не бояться географии, кто-то в Москву едет, кто-то поэтессой хочет стать там и так далее. Ну, в духе того времени, конечно. В фильме большинство актеров – это студенты СОГУ. Несмотря на их молодой возраст, артисты блестяще справились с ролями. Фотография до и после снята к 70-летию Победы по заказу Министерства образования и науки Республики. Съемки проводились во Владикавказе и в общеобразовательной школе селения Кобан. По словам создателей фильма, ее успех был обеспечен работой хорошо слаженного коллектива. В принципе, ответственность тематическая была огромна на всей команде. Но мы работали в такой команде, в таком сбитом, слаженном коллективе, что было настолько приятно. И те тяжелые моменты, которые рабочие всегда бывают, в принципе, в кино, они давались достаточно легко нам. Именно за счет слаженности, за счет сыгранности командной. Фотография до и после не первый проект Суслана Макиева, связанный с Великой Отечественной войной. Ранее его же короткометражный фильм «За» участвовал в конкурсе федерального телеканала «Победа за нами» и был отмечен жюри. Сам режиссер считает, что успех должен стимулировать к воплощению новых творческих задумок, чем он и собирается заняться уже скоро. Тинатин Музашвили, Заур Цеуф, Осетия ТВ.